Здравствуйте! На ТНВ новости Татарстана, в студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях уходящего дня. Возвращение легенды номер 25. Идем только за кубком. О том, как преобразится казанский Ак-Барс с Данисом Зариповым, узнавал Алмаз Гафиятов. Горы костей посреди леса. Видно, что упаковка промышленная. Кто виноват и кому убирать? Лина Зинатуллина. В Казани началась реорганизация 13 школ. В этом году мы создаем 7 образовательных центров. Что изменится, выясняла Адель Каламиц. Коровы так вонь, ферма так грязь. Вот посмотрите, пожалуйста, это разве экология? Почему жители Колкомерки против новых фермеров на селе, выяснял Рамиль Шайдуллин. Возвращение легенды. Зарипов снова в Ак-Барсе. Сегодня он подписал 2-летний контракт с казанским клубом. Единственный 4-кратный обладатель Кубка Гагарина, 36-летний нападающий, уже готов выйти на лед, чтобы добить очередной трофей для родной команды. И для этого ему не обязательно быть капитаном, говорит сам Данис. О том, что значит эта фамилия для татарстанского хоккея и как 25-й номер соберет болельщиков на арену, сюжет Алмаза Гафиятова. База казанского Ак-Барса считается одной из лучших в Европе. И здесь буквально каждая кочка знакома Данису Зарипову. Еще бы, 25-й номер сыграл в Казани целых 12 сезонов. И сейчас возвращению нашего игрока радуются не только болельщики, но и вся администрация клуба. И надеемся, что с его приходом повысится не только микроклимат, но и увеличится количество заброшенных шайб. Заря, заря, заря. Дело Божие. Челябинск – его родина, Казань – его дом. Перебравшись из Мечела в 2001 году, начался новый, как потом выяснится, главный этап его карьеры. В Ак-Барсе он сначала выиграет Кубок европейских чемпионов, затем 2 Кубка Гагарина. То же самое повторит и в составе Металлурга. Планы по-прежнему не изменились. На самом деле пришли к общему мнению, что мы идем одной дорогой и идем только за кубком. У нас предстоит большой и тяжелый путь, и в принципе мы готовы к этому. Сейчас он единственный из легендарной тройки Зарипов, Зиновьев, Морозов продолжает играть. В свои 36 лет Данис проживает вторую молодость. По многим показателям превосходя как соперников, так и партнеров по команде. Станет ли Зарипов новоиспеченным капитаном, пока неизвестно. Для меня это не принципиально. То есть можно же быть лидером и не с буквой «К» на плече. О сумме контракта и зарплате хоккеиста клуб информацию не разглашает. Ясно одно, переговоры длились долго. И тот факт, что Зарипов снова в Ак-Барсе, уже является победой как для игрока, так и для клуба. Мы долго шли к этому, и наконец вот это событие состоялось. Мы очень рады, что он в наших рядах, и надеемся, это большой шаг к тому, чтобы были заполнены трибуны во дворце, чтобы был результат, были эмоции, были новые победы. Хоккейный клуб Ак-Барс и нападающий Данис Зарипов подписали контракт, рассчитанный на 2 года. Это значит, что Татнефть-Арена снова оденется в свитера с 25-м номером, ставшим уже легендарным для Казани. Алмаз Гафиятов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Тысячи болельщиков сегодня буквально штурмом брали легенду номер 25 казанского Ак-Барса. Данис Зарипов провел автограф-сессию. Оказалось, что это дело непростое и в 20 минут не уложится. Огромная очередь за подписью игрока тому подтверждение. Данис Зарипов – это один из тех людей, по крайней мере для меня, который показал волшебство в хоккее. И хотелось посмотреть вживую. О ситуации в Татарстане с паводком Рустам Минниханов по телефону доложил Владимиру Путину. Напомним, сейчас в Буинском районе из-за проливных дождей затопило 2 автомобильных моста. Проезжую часть перекрыли знаками и аншлагами, установили временные посты через реку Свияга. Движение идет объездными путями. Из-за непогоды переносятся и Сабантуи в районах. Уже известно, что перенесли праздники в Арском и Балтасинском районах. От хозяйства одни расстройства. Жители деревни Колкомерка Пестричинского района в недоумении. Ферма, которую построили посередине населенного пункта, отравляет жизнь зловониями. Коренные жители сегодня собрались на сход и решили, что такому соседству здесь не место. Подробности у Рамиля Шайдуллина.
Колкомерцы искренне верят, что скотину можно содержать и чисто, как содержат они в своих подворьях, но никак. Уже не первый год делают их соседи, когда смесь грязи и помета вытекают далеко за пределы загонов. Навоз и жижа в десятках метров от домов, что колкомерцы считают не только вторжением в личное пространство, но и нарушением санитарных норм. У нас в Татарстане говорят год экологии. Вот посмотрите, пожалуйста, это разве экология? Новые фермеры появились недавно, с октября прошлого года, говорят, в деревне и начались проблемы. После зимовки скот продолжает ночевать на ферме, хотя возмущенные жители считают, летом мог бы и дать вздохнуть полной грудью. Когда у них более 100 голов, значит, они должны находиться от населенного пункта 300 метров. Фермеры и сами готовы переехать. На примете более просторные стойла, но жители просят убрать, что уже разлито. От них поступает жалоба, что и запах, и еще какой-то навоз. Но в данной ситуации с этой погодой, с дождем, мы не можем просто вывести, чисто физически. 3 дня назад вызвали технику, техника тонет. Месяцы бездействия привели к волне возмущений. Виноваты ли фермеры в том, что в деревне не просыхают зловония, выясняют на общем сходе. Здесь о переезде фермеров в другое место говорит и руководство района. Хотим им создать условия, чтобы они все-таки строились. Но вы этого не хотите. Если уж они не согласятся на строительство там на другом месте, то жаль, конечно. Придется попрощаться, да? Да. Прощаться не придется. Пока готовился материал, мы узнали, что фермерам дали место неподалеку. Их новая ферма должна появиться в селе Крящ-Серда. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Пестричинский район. Гниющие кости посреди леса. Жутким фото поделился сегодня наш телезритель. На съезде с трассы М7 у поселка Щербаковка грибник обнаружил горы коробок с куриными костями. Нет ли на останках или еще хуже в мясе, которое осталось в магазине или кафе, вируса птичьего гриппа? Искать заразу на курьих ножках отправилась Лина Зинатуллина. Десятки коробок с куриными костями прямо в воде. Рядом свежие следы машины, судя по всему, «Газели». Отходы вывалили буквально на днях, но уже не в первый раз. Через несколько метров такая же гора отходов, правда уже залежалая. Стаи мух, ужасный запах, как говорится, все включено. Очевидно, отходы сбрасывают систематически, а значит, время звать экологов. Вот только виновных, по их словам, найти почти невозможно. И может быть просто какой-нибудь магазин уже свои протухшие отходы выкинул. Так что у нас таких магазинов, как сами знаете, только в Казани очень много. И не факт, что приезжие не выкинули по пути. А если уж кости здесь, то где мясо? Что если птица была инфицирована и попала на прилавки? Напомню, только накануне в Нижнекамске вирус обнаружили в котлетах, привезенных из Ростова. Причем в свиноговяжий полуфабрикат, как значилось на упаковке, добавлено было именно куриное мясо. Но ветеринары поспешили успокоить. Происхождение этих кур налицо, а на фабриках сейчас жесточайший контроль. На данных коробках сохранились кое-где этикетки. И видно, что там есть и Лиска бройлер вроде как производитель. То на данный момент можно даже утверждать, что птичий грипп там не присутствует. Теперь экологам предстоит установить, кому принадлежит эта земля, хозяевам, и убираться, а точнее сжигать отходы. Только в Казани 4 организации по экологичной утилизации. Принять меры попросят и районную администрацию, к примеру, преградить въезд в лес шлагбаумом. Лена Зинатульна, Амирза Алюшев, ТНВ, Казань. 2 в одном. В Казани началась реорганизация школ. В управлении образования объясняют это созданием новой модели в системе. Однако многие родители против такого объединения. Для чего понадобилась такая математика и что изменится в результате, выясняла Аделя Коломейц. Против объединения школы. Все за нашего директора, за наших учителей. Там совсем другое обучение. У ребенка получается стресс на данный момент. Пока дети отдыхают, куда более серьезный стресс у родителей. Куда они пойдут, в какой школе они будут учиться? У нас на носу ЕГЭ. Кто и куда пойдет, сегодня разъяснили в управлении образования. В Казани к новому учебному году реорганизуют 13 школ. Это не оптимизационное мероприятие, которое связано с сокращением или с урезанием финансирования, а создание новой модели управления вообще в нашей системе, городской системе образования. Так, к примеру, 5-ю гимназию объединят со 134-й школой. Учащиеся обеих учреждений станут учениками 5-й гимназии. Выше статус, качественнее образование. По такому принципу в Казани появится 7 учебных центров. 2 ключевых критерия для объединения. Это принцип территориальной близости между собой и доступности для учеников. И, конечно, второй критерий – это объединение перегруженной школы с менее
перегружены. У старшеклассников из малых школ будет возможность выбрать профильный класс. Постепенно в Казани откажутся и от вторых смен. Что касается кадров, директорам присоединяемых школ предложена ставка завуча. Действующие завучи могут стать учителями. В каком из двух зданий будут учиться дети, выберут родители. Реорганизация началась и в 28 детских садах. Также в новом учебном году в 5 казанских школах будут открыты классы для детей-аутистов. Их будут обучать 17 специально обученных педагогов. В первой 65-й, 97-й, 156-й и 168-й школах откроются ресурсные классы. 17 заявлений на зачисление в первый класс уже подано. Все школы соответствуют требованиям госпрограммы «Доступная среда». Адель Кламис, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Школы и детские сады, которые сейчас капитально ремонтируют, должны быть готовы уже к 20 числам августа. Такое поручение сегодня дал Рустам Минниханов. В Доме правительства прошло республиканское совещание. О ходе строительных работ доложил Ирек Файзуллин. На данный момент в строй введено более 1000 квадратных метров жилья. За неделю в строительстве, за 2 недели. Это новости Татарстана, и вот далее в выпуске. Интересный опыт борьбы с коррупцией. Руководитель, он каленым железом выжигает все попытки поползания коррупции. Чему можно поучиться у Вьетнама, узнал Дмитрий Аренин. Барьеров на пути к работе быть не должно. Есть проблема у некоторых с дефектами речи. На первоначальном этапе, возможно, мы привлечем сурдопереводчика. О развитии инклюзивного образования в республике Салават Мухаммадуллин. О безопасности движения сегодня говорил Рустам Минниханов с главным автоинспектором страны. Напомню, Михаил Черников находится в Казани с двухдневной рабочей поездкой. Сегодня он ознакомился с техническими средствами и оснащенностью Татарстанского управления ГИБДД и провел совещание по вопросам безопасности дорожного движения. В Елабуге открылся молодежный форум движения «Татарстан. Новый век». На него приехали более 100 активистов со всей республики. В течение 3 дней они будут работать в творческих мастерских, посещать мастер-классы. На открытии форума участников напутствовал Фарид Мухаммедшин. Он отметил, что люди, вступившие в это движение, должны во всем быть активны и креативны. А республике как раз интересны такие проекты молодежи. В России могут взять на вооружение вьетнамский опыт борьбы с коррупцией, когда вместе с провинившимся подчиненным к ответственности привлекается его руководитель. Об этом сегодня рассказали во время визита в Казань делегации вьетнамских борцов со взятками. Интересные подробности у Дмитрия Аренина. С теми или иными вьетнамскими ведомствами Счетная палата Татарстана сотрудничает уже 3-й год. Сегодня встречали делегацию контрольного управления правительства Вьетнама. Это подразделение ловит всевозможных казнокрадов, мздоимцев и коррупционеров. Подобных элементов вычисляет и наша Счетная палата. Как именно, и рассказали гостям. Это в первую очередь выявление коррупционных рисков в ходе проведения контрольных и экспертных мероприятий. Наши сотрудники за последние 4 года приняли участие в 49 проверках, которые проводились в различных учреждениях, организациях и муниципальных образованиях. Так, в минувшем году Счетная палата выявила нарушений на 1,5 миллиарда рублей. Почти все деньги вернулись в бюджет республики. Как рассказали гости из Вьетнама, в их стране борьба с коррупцией обозначена одним из важнейших вопросов. И здесь все средства хороши, и любой опыт будет полезен. Борьба с коррупцией требует от нас высокую волю и, конечно, терпение. Мы уже приняли всевозможные меры во всех местах. Будучи в Татарстане, мы поняли, что у вас тоже высокая воля в борьбе с коррупцией. Одно из таких волевых решений социалистического Вьетнама – это то, что у них руководители несут персональную ответственность, если в рядах их подчиненных заведутся коррупционеры. Чтобы избежать наказания, начальник должен доказать, что он не замешан в преступлении. Этой нормой уже заинтересовались наши прокуроры. Конечно же, эта мера способствует тому, что на самом начальном этапе руководитель, он каленым железом выжигает все попытки поползания коррупции. Интересный опыт, который мы можем посмотреть. С учетом, конечно же, нашей правовой системы. С учетом действующих норм в этом году прокуратура Татарстана выявила почти 1500 коррупционных преступлений. Тут, как говорят, помогает слаженная работа всех правоохранительных органов. Это гости из Вьетнама тоже взяли себе на заметку. Дмитрий Аренин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Не изменяя традициям, на Всероссийском дне поля аграрии всего мира оценили образцы техники «Ростсельмаш». Производитель представил десятки образцов современных моделей агромашин, оборудования, приспособлений для самого широкого спектра сельхозработ. Технику оценил Рамиль Шайдуллин.
Татарстан настроен на богатый урожай. Убирать объем из полей республики предстоит выносливой технике. Какой она будет, есть где выбрать. На выставке Всероссийского дня поля ее новейшие образцы. В месте сбора мировых аграриев новые модели техники «Ростсельмаш». «Ростсельмаш» – центральная экспозиция на выставке. И сегодня большой интерес к нему проявляет посетители. Комбайны от «Ростсельмаш» не уступают зарубежным аналогам, так считают гости выставки. Прекрасная техника. Я бы сказал так, оптимальное соотношение цена и качество. «Ростсельмаш» выбирают за работу в реальных условиях. Для агрофона Татарстана подходит новый комбайн РСМ-161. За 2 года их раскупили десятки. Оценили способность машины работать с засоренными хлебами, с полями с высокой влажностью и не могли не оценить непревзойденную частоту обмолота, которая обеспечивает данный комбайн. Какую технику закупать для работы в любых условиях, аграрии выбирают сами. Редкие документы сегодня были представлены в Госархиве Республики. Напомним, что в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения летчика, героя Михаила Девитаева, совершившего легендарный побег. Эльмира Шеймарданова увидела то, что было засекречено. Уникальный подвиг совершил. Это же было убежать. Причем он, как известно, самолет был новейший. Наши ученые разобрали его по винтикам, и это дало толчок развитию нашей промышленности. С другой же стороны, были раскрыты планы немцев. Умный взгляд, но в них такая грусть. Довоенное фото, хотя вряд ли тогда он знал, сколько испытаний выпадет на его долю. Фотокадры, документы и вырезки из газет из Госархива повествуют о судьбе настоящего человека. Михаил Девитаев умел жертвовать собой ради других. Это немецкая учетная карточка военнопленного Михаила Петровича Девитаева. Безусловно, этот документ был получен позже. В этом году Михаилу Девитаеву исполнилось бы 100 лет. Подвиг его уникален. Угнал из концлагеря самолет и спас военнопленных. Но знают ли о нем казанцы? Кто такой Михаил Девитаев? Это, который угнал самолет из плена. Нет. Писатель, по-моему. Я не знаю. Девитаев? Летчик. Для тех же, кто еще не знает о человеке-легенде, в Госархиве Республики решили провести нетрадиционную экспозицию документов, а интернет-выставку. Представлены здесь раритеты не только из его фондов, но и из Центрального архива Мордовии. В Центральном государственном архиве Республики Мордовия хранится карточка на военнопленного Девитаева Михаила Петровича. Она датируется следующей датой, 23 июля 1944 года. А в Национальном музее в честь 100-летия Девитаева прошла церемония гашения конвертов. Печать была изготовлена в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На изображении конверта портрет Михаила Девитаева на фоне самолета. Эльмира Шеймарданова, Алмаз Зиединов, ТНВ Казань. Ограниченные возможности не ограничивают возможность для заработка. Сегодня в Казанском торгово-экономическом техникуме прошел первый выпуск студентов-поваров с особенностями здоровья. В течение 3 месяцев они получали инклюзивное образование по стандартам WorldSkills. Бифштекс гамбургский, рулет из птицы, шницель. Основные блюда с гарнирами на вкус и цвет для любого гурмана. Это творение рук поваров с ограниченными возможностями здоровья. Марина Сорокина готовит овощное рагу. Это блюдо для девушки станет экзаменационным после 3-месячного обучения по специальности повар. У Марины нарушен слух, но благодаря федеральной программе «Доступная среда» мечта стать поваром теперь реальность. Раньше я работала портным. Как только узнала о возможности получить образование повара таким людям, как я, не раздумывая, пошла учиться. Я люблю готовить. В планах у девушки получить работу по этой специальности, но перед этим ее ждет собеседование с работодателем. Я сегодня предложил вам работу по направлениям в комбинате питания. Это овощной цех, мясной, горячий цех. Но найти работу с ограниченными возможностями без обучения – дело не из легких. Об инклюзивном образовании сегодня и зашла речь на круглом столе. Тут 2 больших пласта. Первый – научить их, научиться преподавателям самих обучать таких ребят, и потом трудоустроить их с тем, чтобы они могли сами себя обеспечить. Сегодня в Казанском торгово-экономическом техникуме завершили обучение по короткой программе почти 30 будущих поваров. С 1 сентября здесь планируют набор студентов с ограниченными возможностями на полный курс образования. Салават Мухаммадуллин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Завтра в России День семьи, любви и верности. На нашем канале в 11 часов дня выйдет специальное ток-шоу. Эксперты и спикеры обсудят причины разводов, извесят за и против. Что может стать причиной развода и повлияют ли дети на решение, об этом мы спросили казанцев. Какие могут быть причины при разводе? Материальная база слабая, наверное. Стандарт, наверное, несовместим с характером.
и непонимание друг друга. Разные мнения, измена может быть. Кажется, и без причины даже могут. Или выдумать причину, или не хотят как бы бороться с какими-то трудностями. Ребенок может сохранить семью? Он может быть удерживающим фактором до какого-то периода, вероятнее всего. Нет. Обычно, когда ребенок рождается, начинаются вот первые трудности в семье. Многие семьи живут ради детей, да, для детей. И, как бы сказать, самая основная причина, наверное, это ребенок может только сохранить семью. Ребенок может сохранить, когда мама нужна мужу, вот тогда может сохранить. Но сегодня не о разводах, а о свадьбах. Счастливое число с 3 семерками – красивая дата для бракосочетания. И хотя Кубок Конфедерации завершился, туристы из Казани уезжать не торопятся. Некоторые даже женятся на наших татарских красавицах. Необычную свадьбу можно было наблюдать сегодня возле центра семьи Казань. Жених из Англии выбрал себе в невесты казанскую Диляру. Англичанин признается, что не против и сам остаться жить в Татарстане. Им нравится культура, еда, доброжелательность наша. I live in Kazan. Может быть, может быть. Now you are source of Republic television. We love Kazan. Thank you for making us so welcome. Thank you, yes. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. С 5 по 7 июля в селе Большие Кабаны состоится крупнейшая агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017». Бесплатные автобусы от станции метро «Проспект Победы». Справки по телефонам 570 51 11. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 5 3 единицы. Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Весь июль Мебельград возвращает деньги за покупку до 100% от чека. Все включено в аквапарке Ривьера. Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. Всей семьей на бранче в Корстон. Развлечения, аттракционы, мастер-классы, шведский стол. Любимые напитки приносите с собой. Каждую субботу и воскресенье встречаемся в Корстон. Подробности 279 30 79. Бранч, поздний завтрак, 0+. 18-й республиканский фестиваль кряшинской культуры Петрау приглашает вас за незабываемыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батыры и красавицы в селе Изюри Мамадышского района. Ждем вас 14 июля в 17 часов. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада Зур Бәйрәм концерты. Эстрадыбызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимергалиева, Хания Фәрхи, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Вагизов, Зөфәр Хайретдинов, Ришат Төхвәтуллин, Сирина Зайнетдинова, Филюс Каһиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Сегодня в Казани стартовали 3-е всероссийские пляжные игры. Лучшие команды страны будут сражаться в 13 видах спорта. Именно в нашей столице включены новые дисциплины. Любителей пляжных соревнований ждет много сюрпризов. Пока главный соперник участников – это погода.
Казанский дождь, словно услышав молитвы спортсменов, отступил в первый день соревнований. Погодные условия вызывали опасения у организаторов пляжных игр в Казани перед началом турнира. Открывали игры пляжные футболисты. Первыми на поле вышли представители подмосковного Строгино и Московской дельты. Именно им и предстояло проверить мокрый казанский песок. В ходе тяжелой и энергозатратной борьбы сильнее оказались футболисты из Подмосковья. Строгино победил дельту со счетом 3-1. Погода, к сожалению, не самая летняя, да, и, безусловно, ветер и вчерашний дождь сказываются так или иначе на тех условиях, в которых приходится играть футболистам. Но в целом отрадно, что новая точка появилась на карте российского пляжного футбола. Впервые в Казани этап чемпионата России, мы этому очень рады. Тем временем «Уникс» узнал соперников по Кубку Европы. В штаб-квартире УЛЕП состоялась жеребьевка группового турнира. Соперниками казанцев по группе стали турецкая Дарушафака, с которой «Уникс» встречался в минувшем сезоне в Евролиге, хорватская Цедевита, итальянский Фиат, испанская Андорра и французский Пари Ливаллуа. В следующий этап турнира выйдут по 4 сильнейшие команды из каждой группы, которые на втором этапе выявят участников плей-офф. Перед новым наставником «Уникса» греком Димитриусом Привтисом стоит задача выиграть Кубок Европы и получить тем самым путевку в Евролигу. Это уже удавалось казанцам в 2011 году. Уже в эти выходные на центральном стадионе пройдет этап европейской гран-при серии по регби-7 среди женских команд. В столицу Татарстана приедут команды из 12 стран Европы. Международный турнир наш город принимает в 3-й раз. Впервые этап гран-при прошел в столице Татарстана в 2015 году на стадионе Тулпар. Следующий этап чемпионата принял центральный стадион. 2017 особенный год для казанского регби. Ровно 50 лет назад в столице Татарстана на стадионе «Динамо» прошли первые тренировки казанских регбистов. После этого данный вид спорта начал набирать популярность. Стали создаваться первые команды, представляющие город и крупнейшие университеты. Этап европейского гран-при завершится 8 июля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Будет дождливо и прохладно. Подробнее о погоде после полезной информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца июля при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. А теперь о погоде. Завтра на юго-востоке республики будет также пасмурно и пройдут дожди. Ночные температуры плюс 11, днем около 18 градусов выше нуля. На северо-востоке ночью местами дождь, плюс 10. Днем также синоптики обещают дожди и 18 градусов тепла. На севере республики ночью без осадков около 9 градусов выше нуля, днем дождливо и плюс 18. На северо-западе ночью также осадки не ожидаются, но будет пасмурно, плюс 8. Днем пройдут дожди и плюс 18. На юго-западе Татарстана ночью небо прояснится, но будет прохладно, всего плюс 7. Днем синоптики обещают дождь и плюс 18. В центральных районах республики дожди пройдут в ночное время и днем. Ночные температуры плюс 10, днем около 18 градусов выше нуля. Пасмурная и дождливая погода не повод расстраиваться, ведь, как известно, у природы нет плохой погоды. Санаторий «Жминводы» осуществляет деятельность по направлениям: желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, укрепление нервной системы и нарушение обмена веществ. Преимущества санатория: питьевая и минеральная вода «Шифалысу», йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи. На целительные воды приезжайте в Шифалысу и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. О погоде в столице. Ночью в Казани без осадков плюс 9-11. Днем пройдут дожди 15-17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный порывистый до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 745 миллиметров ртутного столба.
слаба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.